Автополигон. Сейчас начнутся испытания тормозных систем. Та из них, что обеспечит более устойчивое движение автомобиля при торможении, будет признана лучшей. Здесь, пожалуй, ясно все без слов. С такими тормозами недалеко и до беды. Второй вариант. Тормозная система Т2. Разгон. Тормоз и никаких заносов. Все хорошо. Экзамен на управляемость. Как это ни странно на первый взгляд, но иногда, словно подвергая сомнению способность автомобиля прочно стоять на земле, его снабжают пятым колесом. Это значит, предстоит испытание на горизонтальную устойчивость. Как ни поразительна устойчивость москвича, все же существует предел, за которым даже эта послушная машина как бы становится на дыбы. И вот тут-то пятое колесо и оказывается кстати. Предстоит еще одно испытание в этом же роде. Место водителя за рулем занимает манекен. Внимание, разгон. Снова та же картина, но в замедленном темпе. Так удобнее рассмотреть детали аварии и заодно оценить ее последствия. Крыша не рухнула и не смялась. Это хорошо. Зато разлетелось осколками ветровое стекло. Плохо. И что уж вовсе недопустимо, сама собой распахнулась при ударе дверца. Почему? Замок вполне исправен. Значит, он просто ненадежен. И вот замок новой конструкции проходит испытание на стенде. Лишь после того, как он докажет свою прочность и безопасность, ему дадут путевку в жизнь. Придирчивые испытания на стендах в процессе отладки конструкции проходят, конечно, не только дверные замки, но все узлы и агрегаты автомобиля. А пока испытателей на полигоне тревожит поза манекена водителя. Что такое манекен? Принято считать, что это объемная фигура в форме тела человека для примерки и показа платьев. Но в автостроении манекенам поручают куда более сложную работу. Естественно, что и по устройству они сильно отличаются от своих пустотелых собратьев. Манекен для испытаний — это сложный агрегат, способный в сочетании с приборами сам рассказать о собственных злоключениях. Амплуа таких манекенов не слишком разнообразно. Они играют всего две роли — пассажира либо водителя. Сейчас мы увидим их в обеих ролях. Внимание! Та же драма глазами съемочной камеры «Рапид». Разбито вдребезги ветровое стекло. Сорвана с плеч голова. Чья? Видимо, манекена водителя. Не выдержало удара и заднее стекло. Уцелели лишь боковые. Удар был слишком жесток. Испытания такого рода дают колоссальную пищу конструкторской мысли. Их цель — найти и проверить на деле эффективную комбинацию защитных средств, способных оградить пассажиров и водителя от травм и увечий. Одно из этих средств — травмобезопасный руль. Рулевая колонка — самый жесткий и выступающий предмет в кабине водителя. И очень важно, чтобы при столкновении она сокращалась и тем гасила энергию удара. Полезную роль в повышении безопасности автомобиля играют и такие меры, как мягкая накладка на панель приборов.
отказ от жестких противосолнечных козырьков, шарнирное крепление зеркала заднего вида и многое другое. Еще удар, как говорят футбольные комментаторы, и никаких осколков. Стекло триплекс, как видите, на высоте. Теперь останки и этого бедняги, вплоть до самых мельчайших деталей, долго будут изучать специалисты по безопасности. Впрочем, результаты их усилий уже налицо. На официальных испытаниях в Париже было признано, что наш «Москвич» вполне соответствует всем современным стандартам безопасности. Власть над временем очень важна в исследованиях. Идут испытания. Этому автомобилю предстоит на большой скорости встретиться с непреодолимым препятствием. Исследователей интересует вопрос, как поведет себя при этом машина, как сработают ее противоударные механизмы и как подействует сила удара на пассажиров, роль которых исполняют манекены. Но попробуйте уследить за таким быстрым процессом. С помощью этой кинокамеры можно. Недаром ее называют лупой времени. Процесс, который занимает доли секунды, она растягивает в сотни раз. Перед вами та же запланированная катастрофа, но снятая специальной кинокамерой Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Да, мы научились растягивать и сжимать время. Слишком медленное и быстрое, слишком далекое и близкое, слишком малое и большое — все стало доступно нашему зрению. Этот серийный ВАЗ-2105 прибыл на испытательный полигон из Тольятти. Как выдержит весь автомобиль, его отдельные узлы и детали, фронтальные столкновения? Специальная киносъемка позволяет рассмотреть эксперимент более подробно. Обратите внимание, дверцы не открылись и после такого мощного удара. Их даже не заклинило. Руль практически остался на месте. Значит, конструкция найдена правильно. Испытание показало, безопасность этой модели соответствует международному стандарту.